день, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Подворье». Мы работаем в прямом эфире на двух телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Для тех, кто, возможно, не знает, о чем же наша программа, расскажу вкратце. Мы говорим о дачной жизни, о том, как правильно садить растения, как ухаживать за домашними животными. Мой коллега Дмитрий Аргунов занимается технической частью, и он сегодня со мной. Но Дима обычно ездит один, посещает различные магазины, да, потом дачные участки и говорит в основном о технической составляющей, значит, водоснабжение, отопление и так далее. Сегодня мы решили провести этот эфир вместе неспроста. В общем, я все время по женской теме. Дима, здравствуй. Привет. Я вот все время как бы за цветочками, да, за огурчиками следила. Но недавно столкнулась с такой темой, что, бывает такое, что женщина следит за домом одна. И такое бывает в жизни. Ну, и такое бывает. Да, либо она осталась на какое-то время одна, и, возможно, бывают такие ситуации, когда нужно столкнуться с какими-то ремонтными работами. Да, не бывает при этом сантехники. Действительно. Или, возможно, нужно что-то быстренько смастерить, подчинить, подклеить и так далее. И я подумала, что я осталась одна. Есть дома оборудование, а я совершенно не знаю, что с ним делать. Ну и самый простой из них — это вот та самая вещь, которую мы видим сейчас перед нами. Различных модификациях. Да. И поэтому я решила попросить тебя все-таки помочь разобраться нам, простым женщинам, для чего этот прибор и как мы можем его использовать на своем дачном участке. Начну с того, что сегодня последний день, когда наши подписчики, подписота наша, может выиграть одну из разновидностей вот этого вот, да, то есть устройство для закручивания всевозможных крепежей. У меня же есть микрофон, ты не это, да. И называется аккумуляторная отвертка Bosch Go. Дима, подожди минуточку. Нам нужно передать информацию для нашего оператора, что у нас немножко барахлит микрофон у тебя, а у меня перегружен. Оператор, да, будет сейчас решать. Да. Еще раз говорю, у нас последний день, когда вы можете принять участие в розыгрыше замечательной аккумуляторной отвертки Bosch Go. Покажи, которая примерно. Да, она там стоит, далеко распространяться. В общем, это вот такая вот штука, но в миниатюре. Какие-то винтики, шпунтики выковырять с помощью нее. И, кстати, цены подорожал на все, на инструменты в том числе, да? А хотел бы, вот ты вывернула как-то, женщина осталась одна. А я говорю всегда, я всегда поражаюсь, 90% времени я провожу в магазинах, и обычно ходит женщина, потому что деньги есть у женщин, да? И они выбирают мужчинам подарок. Мужчинам подарок. Вот абсолютно недавно наша коллега замечательная выбирала тоже мужчине подарок, и, как всегда, ее зациклило на шуруповерте, и почему-то Bosch. Хотя я говорил, что, в принципе, за тот бюджет можно взять вещь куда более полезную и так далее. Не послушалась. Видимо, простите мне мой сексистский подход, я знаю, что есть очень много DIY, то есть женщин, которые творят руками, они разбираются очень хорошо в инструментах и так далее, но 90% женщин просто, кроме шуруповерта, принцип предназначения других инструментов попросту, он где-то там потемках, да? Да. Они не видят. Это самый распространенный инструмент, который должен быть номер один в доме. Не только. Это очень мужская вещь на самом деле, потому что, во-первых, принцип, смотрим какой, да, вот этот вот, да? Нет, принцип. вот это я понимаю, что это мужская тема. Да, но выбирают они обычно, еще раз говорю, дешевые. Что здесь самое представлено дешевое? Это значит 12-вольтовая щеточный шуруповерт без ударного механизма. Что это означает? Попроще. Им можно прикрутить только вот это вот, к примеру. Саморезик. Это, допустим, собрать стульчик, табуретку. Не собрать стульчик, табуретку ты не соберешь. Это просто прикрутить плашмя одну доску сюда. Это вот так. Или просверлить какое-то отверстие в материале, который не требует ударного воздействия. К примеру, там лист металла даже, да, можно просверлить. И все. В чем минус вот этих систем? Плюс сначала, они достаточно компактны. Это я прям вижу, по габаритам подходит мне, то есть я осилю такое. Да, а вот это? Уже, двумя руками только если. Нет, нажать не смогу. Да. Для мужских рук это, конечно,
Есть, конечно, разница в весе, да, но вот это будет предпочтительнее. В силу многих причин. Во-первых, здесь батареечка, да? Она 12-вольтовая, и, следовательно, и комплектная зарядка, она заряжается, не знаю, до второй пришествия, наверное, да? Я тебе покажу еще комплектацию вот этого вот вещи, да? Она вот в таком скромном чемоданчике обычно продается. Вот так вот, да? И вот эта вот штатная зарядка, она заряжает, ну, гипермедленно. То ли дело, скажем так, вот эти вот вещи, да? Давай, это мой чемоданчик. Это вот сюда положим. Смотри, какая прелестная штука. Во-первых, модели подороже и модели по наворочению, они оснащаются блоками, которые позволяют друг на друга стыковать. Видишь, да? Все понятно. Да. То есть это сложил и здесь открыл. Да, и можно сделать стоечку такую, которая замечательная. Много места не Да, а теперь смотрим здесь комплектность. Да, вот одна зарядка вот эта вот, но она стационарная, конечно, да, но она позволяет заряжать 5-амперную батарейку, которая позволит работать вашему шуруповерту огромное количество часов просто за считанные минуты. Но это уже более такая, знаешь, ну, для профессионалов, так Абсолютно сказать. нет. Нет? Не для профессионалов? Сами поймите, нет разницы того, что профессионал пользуется, или даже вот эти вот более навороченные модели, они даже более безопасны. Так, а давай про безопасность. Все-таки я стою здесь рядышком с острыми предметами. Пока ты не стоишь рядышком с острыми предметами, острый предмет ты сейчас будешь это. Дальше смотрим. Вот этот самая дешевая модель шуруповерта оснащена щеточным двигателем. Слушаем, как она работает. Ага. И есть та же модель, но оснащенная бесщеточным двигателем. Ну да. Резко останавливается, да? И это позволяет, видишь, индикатор горит даже, это позволяет экономить батарею. Бесщеточная технология позволяет экономить батарею, которой всегда не хватает. Любой, который побывал на строительной площадке, он знает, что заряда всегда не хватает. Отложим в сторону вот эти вот штучки. Вот здесь вот есть замечательный ударный, да? То есть, если мы сделаем здесь вот так, возьмем сверло по бетону, ставили сверло по бетону, да? Взяли товарный бетон и, используя ударный, то есть поступательные движения, используя ударный механизм, мы сверлим себе бетон, по идее. Работает. Работает. Так. Хорошо, Дим, подожди, смотри. Ну, то есть, в принципе, для, если мы говорим с точки зрения... Да. Идти туда. Ну, а если бюджет у нас ограниченный? Вот этого хватит мне, чтобы сделать что-то по... Есть понятие, ну, отработка эксплуатации. То есть, если вот это прослужит, скажем так, вот эти гораздо дольше времени. Смотрим, абсолютно тот же производитель, да, но 18-вольтовая линейка более профессиональная и более емкая. Тут на 5 ампер. Бесщеточная тоже насадка, железный патрон, который позволяет творить все, что угодно. Более, скажем так, давай я попробую дать тебе покрутить, скажем так, Да. вот этим и вот этим. Да, небольшой тест. Небольшой тест. Ставим перышко. Так, подожди. Да, я дам тебе перчаточки в цвет твоей блузки. Спасибо большое. Да, ты держи теперь микрофон. И дам тебе очечки, чтобы ты при глазках не поранил. Да. Вот тебе вот по центру прямо. На. Так, у нас с микрофоном, говорят, проблема у обоих. Тебя не слышно и меня не слышно. Так, проверим. А то... Раз, два, три. телезрители Раз, два, три. Нас не услышат. Очень плохо, говорят. Слышно нас? Проверим-ка. Раз, два, три.
Работает. Работает? Плохо, говорят, работает. Давайте нас попробуем, да. В прямом эфире, поэтому такие технические погрешности, они возможны. Ничего страшного. Все, теперь есть все, хорошо. Всё. Что это? Дашенька, это сверло, которое позволяет делать вот такую дырку в дереве. Задач таких бывает много. Для чего? Это просто ты ощути, как оно входит в дерево, и потом я тебе дам Делаю так. вот куда-нибудь сюда, да. Делаю так. Да. Ой, оно уже воткнулось. Да, воткнулось. И жму. И крути, да. Отходить надо? Ну, не надо отходить. А, это ж так легко, товарищи. Так, Я- стоп. Что это? Мы забыли выставить. Нажми кнопочку назад, А, и оно выкручивается. Да? да. Мы забыли режим сверления выставить. Все. Что ж ты так? Оказывается, это очень легко, даже давить не надо. Нет. Ты крутишь назад. Так, а почему ты не... А, ой, мамочки, все. Очень. О, мамочки. Все. Мамочки. Видим, что творят девушки. Лучше не подходить, да? Лучше не подходить. Так, хорошо. Я поняла, это же вот есть в мебели такое, да? Да. Давайте попробуем сейчас дать. Посмотрите, это возможно. А вообще, в принципе, да, шуруповерт имеет функционал, да? Это мы, значит, присверливаем, либо делаем дырочки, правильно? Да. Вот ты делаешь большую дырочку. Попробуй теперь вот этим. Ты вот все закрепил, точно? Все закрепил? В эту же дырочку или рядом? В эту же. Попробуй. Только держи обеими руками, чтобы тебя... И дави потихонечку. Ой, мамочки, смотри, она же уже сразу там. Сразу уже там. Видишь разницу? Чувствуешь Открути разницу? назад, я боюсь. Открути назад. Ой, мамочки. Вот види... Разницу Нет, чувствуешь? ощутимо. Я вам честно скажу, поделюсь эмоциями. Здесь приходилось давить, и причем сильно давить. Здесь вообще просто прикоснулась, и она уже сама углубилась вот туда. Хорошо. Дадим тебе очень легкую задачу. Возьмем новую абсолютно биту Milwaukee. Это ударная, но вкрутим ее в дешевый шуруповерт. Выставим режим ввинчивания. Вот тебе саморезик. Сюда поставлю дырочку? Да, вот сюда поставь. Нет, не хитрая какая, в дырочку поставлю. Это просверленная. Давай вот так. Держи сама. Боишься? Да, Ты с ума сошел? Я так не смогу. сможешь. Ты точно все закрепил? Вставляй, да, все закрепил. Все, жму. Все, теперь отпускай руку тут. А, ну вот она. Крути. А, вот это я умею. Все, Всё, крутила всё. аж до срабатывания трещотки. Все нормально, да? Да. Все нормально. Это сюда, не сюда. Теперь попробуем тебе дать. Зачем я снимаю? Попробуем тебе дать. Вот с такими работами я сталкивалась. Но знаешь, что я делала? Я отверткой вкручивала. Отверткой ты вкручивала, да? Ну, конечно, можно отверткой, можно даже зубами, в принципе, вкрутить, да? Но смотри. Есть замечательная вот и импульсная штучка, да? Попробуй, она легкая такая же. Все закрепил? Да, все закрепил. Подожди. Опять в другую дырочку вот сюда. Держи, только осторожно. Держу. Сначала надавливай потихонечку. Все. Вот мимо. Дай-ка я тебя заживлю. Нет, я не отчаиваюсь, я сама. Я же дома на даче осталась одна. Тихо. А почему она слетает? О! Ой, Дави, дави. не хочет. Не хочет. Подержи. На самом деле она не хочет. На самом деле ты просто, наверное, не можешь, да? А, Все. То есть еще одно отличие – это принцип воздействия. То есть если вот этот дешевый шуруповерт, он просто крутит, да. причем крутит с помощью щеточного двигателя, этот бесщеточный, он не только крутит, он еще делает через определенные промежутки времени тангенциальные удары. Вот сюда вот. Проще говоря, Проще говоря, он силой заставляет
Убивает. Да. Давай я просто продемонстрирую, поскольку уже дано, да, что может творить ударный шуруповерт. Вот смотрим, среднестатистический такой размер саморезика, да? Отлично. Да, которым можно вот так вот сделать, да? Давай ставим вот ту же дырку, чтобы безопаснее было. Вот так вот. Да. Нет, ну давай все-таки нужно понимать, что... В случае, если бы ты действовал вот этим, который Да. в начале, у тебя попросту не получилось бы ничего. Ни одного. Ну, сантиметра 2 прошла бы, но и все. Так, значит, ну смотри, пришла я в магазин. Пришла в магазин и, во-первых, я еще раз хочу призвать, чтобы все мужчины были довольны, получая подарки от своих женщин. Да. Первое, это емкость батареи. То есть, если здесь 2-амперная батарея, то 5-амперная батарея, которая как вот здесь или здесь, или здесь, да, оно прослужит гораздо больше времени. То есть до заряда пройдет гораздо больше времени. Второе отличие, еще раз, даже вот эти, видите, вот абсолютно одинаковых шуруповерта, один оснащен щеточным двигателем, другой бесщеточным. Бесщеточный прослужит при том же емкости батареи гораздо дольше. Просто технология такая, да? Все понятно. То есть второе – это бесщеточный. И третье – это усилие, с которым крутится сам шуруповерт. Усилие. Это, не знаю, видишь, вот здесь вот даже есть ручка такая, да? А чтоб надавливать, правильно? Да, нет, это чтобы удержать, у тебя, помнишь, тебя руку вырвало? Да, да. тебя потащило. Вот так вот держишь и просто надавливаешь. Все понятно. Эти шуруповерты используют даже для бурения вот толщи льда буром. Да-да-да, Мгм. я видела. Да, это замечательно, потому что здесь выдает аж 130 ньютон на метр. Хорошо, тогда давай по функционалу. В принципе, мы в быту, на дачных участках Слушай, используем по работе с деревом. По функционалу, смотри, технологии дошли до того, что, видите, вот здесь есть обозначение 1K. Значит, ну, я вижу знак. Это считай, умный шуруповерт. Во-первых, есть ставите предложение и задаете, допустим, диаметр сверла, материал, и он автоматом уже поставит тот режим, количество оборотов и так далее, которое нужно для того, чтобы просверлить сталь, к примеру. Откуда он знает это? Он будет знать, потому что ты ставишь задачу сверлим сталь, диаметр такой. И он выставит режим. С помощью... Да. И смотрим. Дима, ты практически не прикладываешь усилия. Ну нет, усилия-то есть, конечно, и причем замечательно, еще раз говорю, тут 130 ньютон на метр. Далее, вот эта система 1K позволяет считать, вот, допустим, прораб, который на стройке используется, да, он выдает инструмент рабочему, и он видит, какое время рабочий работает, а какое время пьет кофе там или разговаривает по телефону с тобой, к то есть примеру. контролировать можно. Да. То есть, считай, смотри, умный шуруповерт, во-первых, с огромным усилием, во-вторых, с огромной батареей, в-третьих, с режимом, который недоступный для вот этой вот дешевой модели. Так, ну после всего сказанного, знаешь, после всего того, что я ощутила, вот как бы если брать по моей логике, вот этот самый нормальный. Он не тяжелый, он нормально работающий. Он, знаешь, что, он лишен одного плюса вот этих даже моделей. Это какого? Он не сверлит. То есть у него нет, видишь, у него нет зажимного патрона, а вставляется только под шестигранное, то есть только бита. Нет, нам нужно, чтобы все было многофункционально. Многофункционально, чтобы было, да. Оптимально, наверное, все-таки я бы, к примеру, ну, что-то из вот этих вот я бы взял. Пусть они тяжелее, пусть они, кейс у них огромный и так далее, но они, я точно знаю, что прослужат гораздо дольше, чем вот эти вот. Ну, это не игрушки, это инструмент, хороший, нормальный инструмент, но просто область задач для выполнения у них немножко уже. Все понятно. Смотрите, значит, уважаемые девушки, смотрите,
Вот что мы сделали. Возможно это Но сделать. это не мы. Это лист алюминия. Вот что. Можно сверлить, да, можно сверлить Керамогранит. керамогранит, да. Есть. Дальше. И здесь Лист стали, листали. Бетон. проковыряли. Листали, бетон. Все сделали. Видели? И, в принципе, вот чистоты эксперимента ради можно было бы заставить тебя, конечно, вкрутить. А ну вот это как будто бы фасад моего дома. Это не фасад, это террасная доска А, да? из лиственницы. Да? Любой саморез, который входит в лиственницу, пробуем, допустим, Самым простым. Да, самым простым. Ну, зажмем вот эту биту. Чистоты эксперимента. Мы просто пройдем. Какое усилие понадобится для того, чтобы... Это тяжело, да? Это очень тяжело, потому что, видишь, трещотка сработала, и она не очень крепко стянута. Ты прямо очень давишь. Очень тяжело. давлю, потому что сам вес инструмента, он достаточно маленький. И, а теперь возьмем... Так, это старая наша битва. Опять ту же битву возьмем. Нет, эту вот битву возьмем. И, к примеру, давай вот. Дима, а вообще, как ты считаешь, девушкам подвластны строительные работы вообще? Абсолютно. Да? Я знаю кучу примеров, когда девушки... Ну вот ты увлеченно занимаешься, да, значит, строительством там различных клумб, столов, стульев, да, мебели. Ты считаешь, что девушка сама самостоятельно может так сделать? Ну, Мебель? да, Ну, какую-то делают. Вот смотрим уже профессиональная серия Боша, да? да. Вот, секунда и все там. Закручивает гораздо быстрее. Но чудо, наверное, произойдет в том случае, если мы используем все-таки вот импульсную модель. Так, давай. Красота, просто вставляешь. Так, мне нужно что-то попробовать. Я должна понять. Ты уже попробовала, я вижу, что это небезопасно. Да. Но я тебе дам вкрутить. Наживлю. Хорошо, так, Да. ну все. Мой финальный выход. Я, значит, делаю так. Досточку подержите, пожалуйста. Да. Дави строго перпендикулярно. Почти. Дави. Ну вот, Намертво. финал нашего Да, выпуска то есть, красивый. Смотрим, что делают технологии хороших производителей с такими девушками, как Ну что, вот, дорогие друзья, сегодня небольшой такой тест провели мы вместе с Димой Аргуновым. Для чего? Для того, чтобы мы все-таки понимали, что работать с инструментами надо, и это без этого никуда. И наш быт практически сейчас обязывает иметь такие инструменты в доме. И это касается как мужчин, так и женщин. Правильно? Ну, все правильно. И еще раз, самое большое, наверное, самый большой вывод того, что, еще раз, дорогие женщины, когда делаете подарок, ну, поймите, если у человека есть уже вот такой, зачем ему второй такой? Он может, конечно, продать, но Да. память-то у вас не останется. Ну что, напоминаем, что сегодня в 9 часов на социальных страницах нашей программы Инстаграм-странички Дмитрий разыграет один из таких, да, шуруповертов. Поэтому... Это отвертка. Отвертка будет, да? Но принцип такой же. Принцип такой же. Поэтому, если вы желаете принять участие, у вас еще есть время, обратите внимание на наши адреса и телефоны. Вы видите их прямо сейчас на экране. Ну а мы увидимся с вами уже завтра в это же время на этих же телеканалах. Вот такую отвертку разыгрываем сегодня в 9 вечера. Присоединяйтесь к розыгрышу. До новых встреч! Bum 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 bum